Я вас приветствую, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня мы работаем в прямом эфире на моем канале в YouTube. Поэтому, если у вас возникнут вопросы к сегодняшнему гостю, вы можете их присылать через чат на сайте YouTube. Сегодня я буду беседовать с экс-депутатом парламента Республики Молдова, общественным деятелем Николаем Тукан. Николай Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Я прежде всего хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время, согласились, приняли мое приглашение и пришли сегодня на эту программу. Сегодня я хотел бы с вами обсудить ситуацию на общественном телевидении и радио ГРТ. С вами, потому что вы не так давно работали в наблюдательном совете ГРТ и знаете всю подноготную, всю ситуацию, которая там происходит. Было дело такое, да. Вот первый мой вопрос. На ваш взгляд, нынешний состав наблюдательного совета ГРТ можно назвать политически неангажированным? Потому что мы видим, что многие члены наблюдательного совета участвуют в политической жизни региона, поддерживали на парламентских выборах кандидатуру Николая Дудогла, участвовали в митингах и в политических акциях движения Девлет, которое, как мы знаем, аффилировано с Демократической партией. Вообще, можно ли говорить об неангажированности наблюдательного совета? Безусловно, я однозначно говорю, что это группа людей, которые прошли по рекомендации определенных людей, определенных политиков местного значения. И мне иногда даже не совсем комфортно с ними разговаривать, если о чем-то беседуешь, потому что истории многих людей, Чадурлунги, Камрати, я хорошо знаю, чем они раньше занимались и так далее. И самое важное, что я думаю, что часть этих людей редко читали книги, знают, допустим, историю гагаузов или же какие-то документы, касающиеся наших обычаев, историй, песни, там, сказки и так далее. То есть это является нашей самобытностью гагаузов. И не хочу их обижать и так далее. Они сами должны понимать, что в том виде, как их выбрали, как выбрали, после какого закона, а закон был сделан под них специально, так сказать, изменили. Дай Бог, а может быть они осознают, но я сегодня попытаюсь рассказать людям, что такое вообще общественное телевидение. Не частное, не ангажированное или, так сказать, одной политической силы, а просто общественное телевидение, чем оно должно заниматься. Как раз об этом я хотел бы с вами поговорить, о конфликте интересов. Но вот закон о телерадиовещании Гагаузии предусматривает, что в состав наблюдательного совета не могут быть избраны люди из одной организации, допустим, 2-3 человека из одной и той же организации. Здесь же мы видим людей, которые участвуют в митингах, политические декларации делают, и они же еще регулируют деятельность телевидения. Это правильно, на ваш взгляд? Нет, конечно, неправильно. Это я вам буду сразу приводить примеры. Вот, в то время, когда я был членом наблюдательного совета, в 2013 году мы выбирали Анну Харламенко председателем. Естественно, мы задались вопросом, так гласит положение, чтобы она не являлась представителем какой-либо политической партии. Она тут, естественно, она тут же сказала: нет, я никакой партии не принадлежу. А потом прошел год, когда мы стали уже разбираться в этой кухне. Я говорю: Анна Харлампимовна, а вы можете ли сейчас написать письменное заявление, что вы не принадлежите никакой партии, потому что за этот промежуток времени, в течение года она уже побывала в нескольких совещаниях Демпартии, Гагаузы, Ени Гагаузии и так далее. То есть люди взялись за работу, но не осознают или даже не дают ответственности себе, что если они представляют какую-либо политическую партию, это уже люди понимают. И, кстати, если вы видели результаты последних выборов, это результат того, что люди понимают, о чем речь. И кто такие сегодня, кто запускает эфир ГРТ? Я думаю, что придет время, я очень даже убежден в этом, что придет время, там разберутся. И, наверное, будет жалко часть людей, работников ГРТ, которые поддакивают. Я думаю, что
любой профессионал, тем более журналист, должен иметь точку зрения, иметь принципиальность и прийти к руководству и сказать: дорогой, так нельзя работать. ГРТ — это структура, которая функционирует в том числе на средства государственного бюджета, в данном случае регионального бюджета. Когда вы были на наблюдательном совете, ваши заседания проходили в прямом эфире. Не всегда они были тихими, я помню, бурные обсуждения у вас были, скандалы большие, но в то же время они проходили с участием других средств массовой информации, транслировались в прямом эфире. Решения и повестка дня заседаний публиковались на сайте. Сейчас же мы видим, что по вопросам, в том числе и по бюджетного характера, никаких решений не публикуется. Все проходит в секретности абсолютной. Скажите, им есть что-то скрывать? Думаю, что двояко. Тут есть что скрывать. Есть скрытое желание, так сказать, сразу выдать в эфир то, что они хотят. И не желают просто работать на общество. Вот я вернусь к тем годам. Вроде бы мы так мирно выбрали председателя, Харламика, все красиво. Я даже открыл рот, смотрел и слушал, как будет. И потом появляется, значит, это я вспомню, 14 год, 19 января, идет в Чадырлунге большой обширный митинг, связанный там с будущим референдумом и так далее. И не вижу прямого эфира. Вечером включаю, тоже нет. Написал письмо на имя Башкана Формузала и на ее имя, что так и так. В чем дело? Потому что первым пунктом в законе написано, что телевидение, общественное телевидение работает на общество, показывает самые важные, значимые мероприятия, которые происходят в обществе, а в частности, этот митинг собрал там где-то около 5000 человек, площадь была полностью заполнена. И мне ответили на 5 страницах, председатель ГРТ ответила, что это не ваше дело. Читайте устав. В уставе написано, что только председатель решает, что выпускать, что запускать и так далее. Я был вообще ошарашен, понимаете, как я скажу грубыми словами, как я сказал. Я говорю, вот это письмо идиоту. Я говорю, понимаю. И что вы хотите? И оттуда пошло уже, так сказать, некоторое непонимание друг друга. Я имею в виду председателя и наблюдательный совет. Потом я рассказываю, как было. Потом мы просим ежеквартально, хотя бы коротко, чтобы бухгалтер излагала, какие поступления приходят в ГРТ, в том числе и реклама, куда они расходуются и так далее. 0. Отказалась. Ну, а потом уже пошли. Она не стала приходить на заседание. И, в общем, полностью игнорировала. Безусловно, это не могло не беспокоить нас. И мы всегда задавались вопросом, а почему так? Почему пытаются, так сказать, проводить в эфир неподготовленные мероприятия, то есть своих людей. Я уже не буду называть фамилии, значит, там человек с попом, человек с футболистами, каждый вечер он на прямом эфире и так далее. Я говорю, ну, друзья, тормозите немножко. Есть общество, гагаузский язык, песни, есть села, где люди живут своей жизнью. Ну, съезди, посмотри, покажи их. Нет, это вообще было такое неприятие. Ну, естественно, это самое главное, коснулся финансового вопроса, на который она так и не ответила, и на этой почве мы ее уволили. Николай Краснович, я думаю, что нынешняя ситуация не отличается от той, которую вы сейчас описываете. Да. Я помню ситуацию, когда президент нашей страны, господин Дадон и Башкан Гагаузии встречались с Владимиром Путиным в Москве. Да. И исполнительный директор ГРТ отказался это выдавать в эфир и заявил, что это общественно незначимое мероприятие. Как вы относитесь к такому инциденту? Можно коротко. Это вообще цинизм, понимаете как?
Башкан, который выбран всем народом Гагаузии, общается с одним из президентов великой страны, это Путин. И Стратегический если партнер Гагаузии Да. и Молдовы. да, вместе с господином Дадоном, президентом Молдовы, и это считает не общественно значимым. Более того, я читал его ответ, письмо написало, что он написал, что исполком якобы влияет на политику, вещательную политику. Говорит, о чем ты говоришь? Ну, человек, он для меня недоступен, потому что он мне сказал на общественное телевидение: я вас никогда не пущу. Да Бога ради. Конечно, сейчас я научился и в Фейсбуке, и везде писать свои мысли, но такой подход, понимаете, как... И все это тянется, я вам скажу, это все тянется от депутатского корпуса, которые быстро, когда их выбрали, это было 3 года назад, их выбрали, они в срочном порядке изменили закон, и по закону они выбрали себе лояльный наблюдательный совет, который все эти дела и делает. Я не раз туда писал, что, друзья, есть общество, наши дети должны хотя бы знать историю. Вот, к примеру, в Чадурлунге был такой великий человек, как Топчу Иван Дмитриевич, или же Гайдарах. Написали книгу о селе Гайдар. Это уже готовый сценарий. Возьми эту книгу и за неделю хотя бы нескольких съемках сделай и покажи. Или же Казакли, да в других местах тоже понаписано. Или же возьмем Авдарма, Дмитрий Чабан. Карачобан. Значит, об этом человеке можно говорить и говорить. И об этом должны знать дети. Или же вот я приведу другой пример. Вот мы сейчас озабочены установить памятник Валентину Александровичу Машкову, генерал-лейтенант русской армии, который выучился у своих 2 солдат гагаузскому языку, уволился с армии, пришел и здесь жил больше года, переписал все сказки и истории. Разве это не интересно? И детям это надо показать и рассказать. То есть, если мы говорим о значимости вашего вопроса, что надо показывать, когда Башкат выходит, она ведет политику, она ведет политику автономного образования Гагаузии, безусловно, надо указать, показать, может быть, сопровождение даже комментариями, какая необходимость и что будет от этого. Этого нет. К сожалению, люди в ГРТ, вернее, в частности, 2-3 человека, и в том числе и наблюдательный совет, они настолько не понимают, что они делают. И я думаю, что им дадут оценку. Дадут. Меня удивил тот факт, что новоиспеченный директор радио, или главный редактор радио, как сейчас называется, госпожа Ротарь, была избрана на эту должность будущей владелицей частной телерадиокомпании. Она была избрана не только спустя через несколько месяцев переоформила эту компанию на своих родственников. Но в то же время эти каналы, радиоканалы, телевидение регулярно транслируют новости и контент, продукт телекомпании ГРТ у себя в эфире. Какой-то создается симбиоз частного и государственного СМИ. Как это возможно? Как возможно? Такое ощущение складывается, что ГРТ превращается в частную лавочку. Безусловно так. Я не открою секрет, если покажу, что ряд депутатов Народного собрания приходят туда и пришли туда с чисто меркантильными целями. Они сделали ряд передвижек, в частности Гагаузгаз и так далее. И туда прошли люди, которые, как вы говорите, аффилированные Ени Гагаузия, потом Девлет и так далее. И, безусловно, вот назначение этого человека с активами частной компании, телекомпании, говорит о том, что есть мысль хорошо заработать или же, по крайней мере, благополучно жить и в то же время поддакивать неким политическим силам, которые, так сказать, ее продвинули туда.
это чисто меркантильные интересы. Мне приходится довольно часто общаться со своими коллегами-журналистами, и у меня складывается впечатление, что в ГРТ установлена такая жесткая диктатура. Ну, к примеру, та же госпожа Ротарь в прямом эфире радиостанции лично фильтрует вопросы, которые поступают от радиослушателей к гостям передачи. Она отвечает на эти звонки, говорит, что эти вопросы заказные, незаказные. Говорит, что, допустим, задают вопрос, а что сделал Дудоглу? Она говорит, а Дудоглу же не башкан, он же не занимает никаких должностей. Вообще, кто отвечает за новости в нынешней ситуации на ГРТ? Исполнительный директор, главный редактор телевидения, главный редактор радио. Потому что там больше начальников, чем работников, получается. Ну, вы знаете, о чем вы говорите, есть единственное желание просто плюнуть и выключить вот это радио. Но я его слушаю. Я ежедневно слушаю, так сказать, выслушиваю и беседы Дудоглу и так далее, что он хочет перестроить. В части того, что вы сказали, а что вы сделали? Значит, меня как-то один человек, я 30 лет назад работал председателем горисполкома. Не примар, председатель горисполкома. Ну, не буду сейчас пересказывать, как мы работали, что мы делали и так далее. А спросил меня один из руководителей. Мол, Тукан, а ты что сделал, Чадрлунги? Я говорю, понимаешь, в отличие от тебя, я каждый день ходил на работу. То есть не надо спрашивать, дела показывать. И сегодня не надо ссылаться, что я тут все перестрою и так далее. Сразу не все перестроишь. Поэтому как их, чтобы не обижать своим мнением, им надо прислушиваться, понимать, что если у тебя кнопка микрофона в руках, ты еще не будешь нам диктовать. Понимаете как? Есть люди, а гагаузы, кстати говоря, очень свободолюбивые, задают напрямую вопросы. А что так? А почему так? И его не надо выключать или закрыть ему рот и так далее. Поэтому, когда вы спрашиваете о ней, я, честно говоря, ее не знаю. Я только могу предположить, какие могут быть перестановки, потому что буквально на этой неделе я пытался дозвониться до Парфеновой, потом Марьесовой или к кому-то другому, кто владеет хорошо гагаузским языком. Мне нужен был текст для памятника Машкова с одного боку. Ну, спереди будет там все его титулы. И с одного бока мы хотим написать на гагаузском, чисто гагаузский язык, без примеси турецкого и так далее. И звоню, нет звонка. Дозвонился на третий телефон, уже дозвонился, мне сказали, эти телефоны все отключены, до свидания, больше сюда не звоните и так далее. Ну, потом через мессенджер я добрался до Парфеновой, она мне подсказала кое-что. Но я вижу, что там произошли такие перестановки, и, как вы говорите, просто диктат. Ни с кем не связывайся, никому ничего не говори, делай то, что я говорю. Но это общественное телевидение, понимаете? Вы говорите, телефон отключен на радио, имеете в виду? Ну, там, допустим, была концовка 60, 20, 296, 60, что-то вот так. Я не помню. 249-60. Да. И отключены. У Парфеновой забрали телефон, у Марьесовой забрали телефон. То есть у них, видимо, были, как он называется, корпоративный телефон. Сейчас забрали. Не с кем говорить. Если слышит товарищ Тукан, звонит, значит, ему не отвечать. Черный список. Пусть он сидит дома и подметает двор. Николай Константинович, не могу с вами не обсудить тему приближающихся выборов Башкана Гагаузии. Ну, меньше чем через полтора месяца состоятся выборы. С одной стороны, есть явный фаворит этой гонки, это действующая Башкан Гагаузии Ирина Влах. Есть два малоизвестных кандидата, Михаил Влах и Аладов, Василий Аладов. Есть кандидат Сергей Чимпаеш, который, на мой взгляд, работает на перспективу следующих выборов. И вот последний кандидат Иван Бургуджи. Непонятна позиция гагаузских демократов по этому вопросу.
никак не участвуют, не заявляют о своих намерениях, нет кандидата. Они не работают ли они на срыв кампании? Ой, конечно, сложно сказать. Я вижу, что будут еще тузы вытащенные из пиджака и так далее. Скорее всего, наверное, так. Конечно, авторитет Ирины Влах очень высок. Люди понимают, спокойная обстановка, идет определенное развитие по всем направлениям. Конечно, по моему взгляду, я бы хотел больше, понимаете, как я такой человек и работал в органах власти, но у нее авторитет, и они его не как бы больше не возьмут, чем она. Что касается тех кандидатов, которые есть, не хочу их называть, ну, это даже не знаю, это даже попытка о себе заявить или же дома рассказать бабушке и дедушке, что я тоже был башканом. Ну, может быть так. Но что касается девлет и их примыкания к Демпартии, однозначно видно, что готовится, я думаю, что будет готовиться некая акция с очернением, может быть, я не могу представить себе, ну, возможно. Почему? Потому что есть вещи непередаваемые, когда чувствуешь, что будет некая грязь. Будет это 100%. Не хочу останавливаться на кандидатурах, которые они заявляли, и в частности Дудогла. Да, человек уже начитан, много чего может рассказать и так далее. Взгляд у него такой, значит, пронзительный в сторону нас, мол, я с вами разберусь. Я так думаю. Вы видели его? Фотография есть такая. Кроме разговоров, надо уметь разговаривать, уметь понимать дело. За главное ухватиться, его сделать. А суесловие, оно не красит людей. Они мне, честно говоря, много насолили. Но я не обижаюсь. Живу я прекрасно, хотя они радуются. Это касается, наверное, моей пенсии. Я думаю, что Facebook уже давно известен. И самое главное, это их друзья. Чуть что они спрашивают: Тукан, а что ты там украл-то? Я обязательно спрошу еще этот вопрос у вас. В обществе активно обсуждается, кого же выдвинут гагаузские демократы. Николая Дудогла, если они будут выдвигать свою кандидатуру. Николая Дудогла или Корнела Дудника. Если все-таки выдвигают Корнела Дудника, означает ли, что политической карьере Николая Дудогла настал конец? Ведь он трижды проиграл выборы Башкана. Ну, я оцениваю руководство Демпартии очень высоко. При всем том, что у них, у населения слабый авторитет. И есть в делах партии, партийных делах, есть вещи, которые не просто так один человек принимает решение, и сразу, так сказать, вот сегодня ты плохой, мы тебя убираем. Я присутствовал в Советском Союзе, знал, как подход в партиях идет, в частности, коммунистической партии. Человек раз споткнулся, два споткнулся, три споткнулся, его вызывают и с ним беседуют. Мы, Коля, етерь, ну я к себе обращаюсь. Значит, я думаю, что там принято решение, и на основе того, что он уже не пользуется популярностью, скорее всего, там сделали выводы. Это мое мнение. Потому что в советское время было так. Если о каком-то человеке сделали мнение на бюро райкомом партии или же совместно с исполкомом и так далее, этому человеку предлагают, значит, мы тут приняли решение, ты пойдешь работать мастером на заводе. И все.
То есть я думаю, что это будет один из сценариев. Второе. Дудник хороший оратор, он может говорить. Правда, не все мысли, так сказать, разумные. Ну, в частности, я помню, когда тут был съезд, когда он сказал с автоматом в руках-то, это человек незрелый. И я думаю, что если его кто-то выдвинет, это, так сказать, очень необдуманное будет решение, потому что он не пройдет. И еще раз политическую партию, которая это сделает, опустят еще ниже по планке. Я не могу предположить, чтобы... Конечно, говорит он красиво, но он говорит со злостью к народу. Он как бы обозначает, что он настолько хороший спортсмен и так далее, что я не отрицаю, но это не значит, что ты можешь быть хорошим хозяином. И делайте креатив, то есть что-то строить. Я вот опять вспомню, когда мы ходили, комсомольцы нам дали по гектару кукурузу, один пришел, значит, вот возьмете сапы, возьмете раз-два туда-сюда и так далее. Ну, и ему говорят, ну, знаешь что, вот сначала ты возьми сапу и пройдись 15-17 рядов, и потом мы с тобой будем говорить. То есть этим людям надо поручать должности пониже. То есть заместитель, допустим, примара. Или же замначальника какого-то отдела управления. И потихонечку, чтобы вышестоящие, окружающие люди, от которых зависит твоя карьера, должны понимать, что ты умеешь работать. Не только, так сказать, красиво разговаривать. Красиво разговаривать я, видите, наверное, тоже научился красиво разговаривать. Но до этого я приведу, каждый раз буду приводить пример. Вот, допустим, в 1976 году меня выбрали заместителем городской совет. Ну, казалось бы, такая должность, выходи на трибуны и мели, что хочешь. Но я 3 года вообще молчал. Вообще, и мне председатель говорил, Коля, постарайся не выступать, присматривайся к людям, пообщайся с директорами, а туда ходили различные директора городские, то есть все высокие директора, главврачи, врачи, учителя и так далее, завучи. И когда ты увидел, что все эти кто умный, с кем можно послушать его и так далее, сбоку стоять. И потом через 3 года мне дали возможность подготовить доклад, я его сам написал, согласовал. То есть для того, чтобы стать руководителем, а тем более башканом, надо много чего, так сказать, сбить в одну кучу. Николай Константинович, вы сказали, что вполне вероятно, что будет очень много грязи на этих выборах. Вы не допускаете, что будет включен такой механизм, как отмена итогов выборов через судебные инстанции, что уже было в практике гагаузской политики? Ну, тут надо коснуться судебных инстанций. Пример. Я вот 10 лет веду, помогаю одной семье, его выселяет с квартиры Гагаузгаз. Он работал с 90-го года, потом ему в 97-м дали служебное жилье с семьей, он там работал. И недели 2 назад уже апелляционный суд был в Кагуле, и Кагульский суд принял решение выселить эту семью из квартиры. В молдавской конституции написано, что гражданам гарантирует жилье. Если вы выселяете, если это значимая квартира, а там курятник, и дай ему где жить, где этот человек будет жить. Я возвращаюсь к чему, что судебная инстанция может сегодня в Молдове может принять все, что хочешь. Конечно, это может быть так сказать, наклеп на судебные органы. Но я в нескольких судах участвовал и вижу, что есть предрасположенность к телефонному праву. Я могу допустить, что при определенных обстоятельствах, если, к примеру, выиграет Ирина Влах,
может пойти ситуация потому что отменить. Кстати, сегодня я участвовал в круглом столе об уложении Гагаузии. Там ученые люди, Пашалы, Петр Михайлович, основной, кто организовал уложение Гагаузии с научного центра, люди говорили о проблемах, и надо это дело, уложение принимать. И в том числе указали ряд выступающих, что когда был принят закон Гагаузии, а потом 21 год назад, это в 1988 году, принято было уложение, то есть это наша Гагаузская конституция, там расписаны и трибунал, который утверждает результат выборов, а трибунала нет. Своеобразный конституционный суд. Да, да. Но, то есть сегодня, если нет трибунала, можно предположить, что некие судебные органы будут, так сказать, через сито пропускать, смотреть, за что зацепиться. К сожалению, это грустно. Я уже не стану рассказывать эту историю про человека, которого выселяет, семья распалась, он калека. И к кому обращаться? Вот сегодня говорил с Федором Никодимовичем Гагаус, я напишу большую статью, и всем 101 депутату приеду в парламент и дам каждому в руки. Пусть они почитают нашу судебную систему. Как, я извиняюсь, отхожу, да, может быть, как можно воспринимать, что по некому закону расформировали или создали в Гагаузии, создали судебную систему экономических судов. То есть человек вел мое дело, к примеру, 4 года, он его отложил в стол, он кому-то передал, и он будет судить только экономические вопросы. И так везде. В Гагаузии, я полагаю, в Гагаузии и в целом в Молдове должен быть суд, ну, как бы, естественно, по закону, правильный, и не тянуть резину. Я, например, служусь 5 лет. Сколько можно? Я скоро умру. Так что можно допустить, что будет эта отмена. Николай Константинович, вообще не принято человека спрашивать о его финансовом благосостоянии, но раз вы сами затронули этот вопрос, то я спрошу вас, та история, когда вас обвиняли в двойной пенсии, получении двойной пенсии на территории Российской Федерации, на территории Республики Молдова, да, что за скандал это был? Скандал, я его не скрывал и не скрываю. Хочу даже людям, чтобы понимали, кто с кем имеет дело и каким образом. В 2003 году я уехал в Россию, потому что тут у меня не было работы. Это уже по партийным делам, новая власть, уже, так сказать, неугодная, давай, до свидания. И я поехал туда. У меня есть дружеские отношения с рядом депутатов Госдумы. И один из них мне посоветовал, говорит: Коля, ты в Молдавии получаешь пенсию? Я говорю: да, получаю пенсию. Сколько? Ну, я говорю, назначили, ну, в пределах, по-моему, 1800 или 1900 лей в то время. В 2003 году? Да, в 2004. И он говорит: а что ты, оформляйся тут на пенсию, есть закон и так далее. Я поехал, меня оформили на пенсию, меня никто не спросил, получаю ли я в Молдове пенсию и так далее. То есть, конечно, как говорят, незнание закона не снимает ответственность. Мне назначили пенсию там 2495 рублей. Запомните эту цифру. Это вообще мизер. Я ее стал получать, а потом у меня дела не сложились, там 2 года крутился, сыну мешал, ну, негде жить и так далее, сложно. Я вернулся в Молдавию и принес уже оттуда, когда получил документы, трудовую книжку, пенсионную книжку российскую, где на первой странице большой такой квадратный штамп:
Российская Федерация, пенсионный фонд, пенсия назначена и указана 2495 рублей. Я их сдал туда. Мне назначили пенсию. Кайкы, запомните фамилию, Олег Ильич. Он это дело проверял, увидел. И мне назначили депутатскую пенсию. Да, большая пенсия. Я не говорю, что надо поделиться с людьми. Ну, таков был закон. Таков был закон. Прошло время, как бы меня затронули. И это произошло в 2014 году. То есть я указываю именно эту связь. Вы связываете с вашей деятельностью? Да. Это связано с ГРТ, Харламенко, Николая Дудогла, у которого я был. И попросил, говорю, помоги, чтобы этого человека, Гагаузгаза, оставили в покое. У вас есть член партии Олег Ильич Кайкы, и он настаивает о в каком виде. Я говорю, понимаешь, как они пытаются его выселить, хотят ему продать эту квартиру за 15 тысяч долларов. У человека этих денег нету. Что сделать? Я с ним поговорю. Проходит 2-3 месяца, я звоню, ну что? Это Тукан, вы меня обманули. Как я тебя обманул? Мы должны были встретиться, вы, Кайка и я, и обговорить, правильно ли этого человека выселяют. Потом был суд о том, чтобы у него отобрать ордер, а ордер выдал председатель городского совета Кайкы Олег Ильич, будучи директором Гагаузгаз. И через месяц он пишет письмо, заявление в горсовет о том, чтобы отнять у него этот ордер. Я не сдержался, пошел к нему, я говорю, Олег Ильич, что случилось? Почему? Почему так? Понимаете, мы не дарим тут квартиры и так далее. Я говорю, да при чем тут дарить? Человек столько лет проработал. Он проработал на тот момент 27 лет и 17 лет жил в этой квартире. То есть более 10 лет не прерывал трудовые отношения. Я говорю, может быть, деньги нужны? И, короче, я, мягко говоря, его отматюкал. И отсюда и поехала. Он знал, что я получал пенсию в России, получаю пенсию в то время и в России, и здесь. И это дело отменили. Каким образом? Просто по-нахальному. Взяли, написали решение отменить, будь здоров, потому что Тукан украл у государства деньги. Как я украл, если я всю жизнь здесь проработал, сделал отчисления и так далее? Другой вопрос, что в России, когда мне назначали пенсию, меня никто не спросил, получали я в Молдове. И в России не назначили. Кроме этого, я пишу на имя руководства национальной кассы, я прошу рассмотреть со мной вопрос о том, чтобы я вернул эти деньги Пенсионному фонду Российской Федерации. Кстати, эти деньги так и лежат там у меня на счету. Лежат. И я их готов сегодня вернуть. Нет, никто не хочет со мной общаться. Буквально 2 месяца назад получил от заместителя председателя национальной кассы. Значит, я скрыл о том, что я тут получаю пенсию двойную. Как я скрыл? Вот я тебе даю документ, где печать есть, а вы должны были открыть глаза. Сказать, Тукан, иди домой, пока ты там не решишь. Я так полагаю. Я продолжу дальше. И таким образом эти люди обвинили. Из зала суда в 2014 году вынесли информацию, а в зале суда присутствовала Гайдаржи Ольга Ивановна, председатель, директора территориальной кассы в Чадурунге, что я якобы украл. Новая Гагаузия во главе с Нейковичем написали обширную статью. Тукан это вор и так далее. Это грязный, ну, такие эпитеты и так далее. Да бога ради, я судился, еще суд идет. 25 числа будет суд апелляционный. Значит, сколько у вас судов? Сколько судов у вас? Ну, честно говоря, я уже давно, так сказать, сдался. Меня вы спросили финансовое состояние. Я живу хорошо.
Я люблю работать сам и так далее. У меня супруга работает. Кстати, она тоже, начиная с 70-го года, здесь платила денежки, отчисления и так далее. То есть мы претензий не имеем. Я имею претензии к непорядочным людям. Они применили вот это. Если бы они культурной форме сказали, Тукан, понимаешь, вот положение, если межправительственное соглашение, что в 2 местах пенсию нельзя получать. Езжай в Россию, сдай там эти деньги, и все. И суд первой инстанции признал в Чадрунге, что я нанес ущерб Российской Федерации, и надо поехать и разобраться. Они не хотят. Но я уточняю еще раз, я имею претензии непорядочным людям, которые используют все необходимое для того, чтобы утопить человека. Дальше. В 2015 году, нет, в 2014 году, при содействии Анны Харламенко я попал к Николаю Харламовичу Дудоглу. Я говорю, слышь, я понимаю всю эту кухню. Реши вот этот вопрос справедливости. Я там сдаю деньги, а здесь я, так сказать, получаю полноценно. Когда я пройду, будут выборы, пройду, после этого мы решим. Вот такие условия. Сегодня такие же условия по отношению к этому Макану 23 февраля, когда ко мне обратился один из кандидатов в депутаты Николай Константинович. Кстати, он депутат Народного собрания. Помоги мне, у тебя есть авторитет, чтобы я прошел парламент. Я говорю, вопросов нет, я расскажу, что ты, значит, делаешь благотворительность, там что-то строишь и так далее. Но вот этот вопрос, пусть оставит человека в покое. Он уже калека, он с 4-го этажа не может спуститься без помощи посторонних людей. Он мне говорит, значит, давай, когда меня выберут, я этот вопрос решу. Я говорю, тебе есть совет? Не выбрали? Его не выбрали. Я поэтому пришел, я ему сказал все мои ласковые слова. Вот такова кухня, понимаете как? Еще раз к людям говорю, перестаньте верить клевете. России я должен, и деньги мои лежат там. И пока этот вопрос не закроется, я готов их отдать, и на этом закончили. А то, что они мне здесь обвиняют, это все друзья девлетовцы. Я уже не буду вам говорить, как их поустраивали там лакомые места, где зарплата хорошая и так далее. В общем, я эту историю начинаю уже забывать. Николай Константинович, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Ну а зрителям программы хотел бы сказать спасибо за внимание. Следите за обновлениями на моем канале в YouTube, пишите комментарии и ставьте лайки. Всего доброго.